Ассаламу алейкум. Вітаю вас, шановні українці. Хочу предупредить вас об очередной информационно-психологической специальной операции, так называемой ИПСО, которую сейчас запустили русские спецслужбы против Украины и всех нас в целом. Дело в том, как мы все знаем, 6 августа 2024 года, уже неделя практически, Украина как контратаковала Россию, заняла часть Курской области и навела такой шухер в России, что паника на самом верху, самого верха по самый низ российских силовых политических структур просто феноменальная. Режим КТО, так называемой контртеррористической операции, вводится не только в Курской области, но и в Белгородской и в Брянской областях. Значит, ожидается, и там будут боевые действия. За все это время, за 2,5 года войны в Украине, широкомасштабной войны, за 10 лет в целом, и за многие другие годы мы не видели, я лично не видел такого большого количества пленных ФСБшников. Это пограничные службы, гордость ФСБ. И они провалили и массово сдаются в плен, провалили оборону. Украинцы прорвались без проблем и еще взяли их в плен. На фоне их показывают 3 чеченоговорящих каких-то человека, которых спрашивают: ты кто по национальности? Чеченец, там, с Грозного. Ты кто? Ты кто? Ну, 3 человека. А тех десятки задержанных там военных ФСБшников, она показывает 3 кадыровцев. Вы в своем уме? Что вы делаете? Вы что, хотите сказать, что украинцы воюют против предателей своего народа и только? Не поддавайтесь на провокации. Украина побеждает русскую армию, русскую террористическую банду и ФСБ. И министерство так называемое нападения фашистской России. А все, кто туда входит, бурят он, дагестанец он, или удмурт, или чечен, не имеет значения. Не поддавайтесь на провокации, не давайте себя обмануть. Не дайте победу Украины, которую так боятся русские и в Украине, и в России, спустить на нет. Понимаете? Дело в том, что сейчас происходит то, что украинское воинство, украинская доблесть показывает, на самом деле показывает, мы видим это в прямом эфире, на равных условиях, и то украинцы не на равных, украинцы и меньше вооружения, и меньше людей, но хотя бы приблизительно на равных условиях украинцы бьют русскую армию, которая такая была великая, такая непобедимая в их фантазиях и грезах. И сейчас пытаются все это спустить в помойную яму. Не поддавайтесь, не дайте себя обмануть. Украина побеждает русскую империю, которую на протяжении веков не могла одолеть. И сейчас на наших глазах творится историю. Творят украинцы эту историю. Те парни и девушки, которые защищают Украину, сражаются не только в Курске, не только в Украине, везде, по всему миру. И мы все, кто поддерживаем Украину. Слава Украине! Все будет Ичкерия!